17 февраля в России отметили государственный праздник – День российских студенческих отрядов. Он учрежден указом Владимира Путина в 2015 году. Сегодня глава Чувашии Олег Николаев поздравил с праздником участников этого движения. Бойцы российских студенческих отрядов собрались в коворкинг-центре Чувашского госуниверситета. На встречу прибыл глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев. Учиться и работать для бойцов российских студенческих отрядов – это реально. Во время каникул ребята повышают свою квалификацию, на деле показывают свои знания и получают новые. За прошедший год порядка 1500 человек в 38 отрядах отработали по таким направлениям, как строительное, педагогическое, сервисное, сельскохозяйственное, медицинское, производственное и другие. Екатерина Смирнова учится на химико-фармацевтическом факультете. Летом работает проводницей поезда. Говорит, что российский студенческий отряд как семья. Это отличный повод себя реализовать. Я работаю в Grand Service Express. Это, получается, компания, которая работает через Крым. Мы ездим поездами в рейсы в Крым. Мы работаем и получаем за это деньги. То есть мы получаем стаж по ТК РФ. Движение «Российские студенческие отряды» в Чувашии создано в 2001 году. Оно стало одним из первых в Приволжском федеральном округе. За время существования общественной организации порядка 60 тысяч студентов вступили в ряды РСО. Остается наверное, одинаковым одно – это желание участвовать в жизни страны не только через получение образования, но еще через конкретный вклад. Несомненно, здесь есть еще и приятная составляющая, возможность дополнительно заработать как денежные средства, но мне кажется, вы здесь больше зарабатываете в виде новых знакомств, новых коммуникаций, которые являются таким бесценным богатством и бесценным таким ресурсом для самореализации в будущем. Бойцы стройотрядов успешно представляют республику на крупнейших объектах страны, достигают высоких показателей, становятся победителями и призерами различных конкурсов. С сентября 2022 года работает проект «Жить и работать в Чувашии». Он получил поддержку Агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс». Молодые люди не просто проходят практику на предприятиях Чувашии, но и затем возвращаются туда, получив необходимый опыт и знания. Возвращаются не только на первую свою производственную практику на эти предприятия, а на вторую, на третью. И уже после окончания учебных заведений мы очень надеемся, что когда проект закончит свою реализацию, у нас уже будет и такая статистика, они трудоустроятся туда на постоянную работу. В рамках встречи Минпромэнерго Чувашии и Чувашское региональное отделение российских студенческих отрядов подписали соглашение о взаимодействии. Татьяна Молокова, Георгий Кривошеин, Республика.